Во-первых, хотела выразить соболезнования от лица нашей команды Казбюро. Наш проект новый. Мы сосредоточены именно на международные глобальные проблемы, и эту проблему мы также не могли не осветить. Спасибо вам, что вы согласились дать интервью. Давайте приступим. Вот у меня вопрос. Сейчас мы знаем, идет расследование. У вас в Азербайджане объявлен траур. Но все же хочется понять, какая обстановка на сегодняшний день, какое настроение в стране, что происходит. Ну, во-первых, спасибо за соболезнования. Я хочу тоже принести вам соболезнования. В самолете было 6 граждан Казахстана, если не ошибаюсь, и все они погибли. Примите мои искренние соболезнования. Это первое. Во-вторых, я хочу сказать спасибо казахстанцам, простым жителям города Актау. Именно рядом с этим городом, если не ошибаюсь, разбился самолет. Мы видели, как они бросились на помощь. Это были, в первую очередь, энергетики казахстанские. Мы видели, как люди стояли в очереди, чтобы сдать кровь. Мы видели, как вытаскивали людей из самолета. Мы видели, как вели себя работники скорой помощи, медики. Вообще все небезразличные люди. Это была настоящая братская помощь. Спасибо вам большое всему Казахстану за это. Что касается нас, конечно, все в шоке, очень упадническое настроение, все празднества отменены, все предновогодние, новогодние корпоративы по всей стране, они все отменены. Вчера был у нас траурный день, но я думаю, для нас, для всех траур не ограничивается одним днем, потому что это все ужасно, с этим не сразу можешь смириться и не сразу это принимаешь. Так что народ в очень таком упадническом состоянии. И, конечно же, хочется понять, как это случилось. Есть уже предварительные версии, есть уже версии, которые озвучили источники. Вчера, ссылаясь на источники в правительстве, о первичной версии уже написали и некоторые медиа, в том числе азербайджанские медиа, и зарубежные медиа, и Евроньюз, и Reuters, и азербайджанский Калибр Аз. Вчера уже дали одинаковую картину, как бы одинаковую версию того, что же все-таки произошло. И, как мы понимаем, это не стая птиц, которая врезалась в самолет, и о которой... Это была самая первая версия, о которой говорили в самом начале, но уже было понятно, что она особой критики не выдерживает, и уже там сутки спустя, даже меньше, чем сутки спустя, уже стало понятно, что это не птица. Ну, Гамит, вы сам журналист, вы сам политический обозреватель с многолетним стажем и опытом. Когда вы услышали эту новость, когда вы увидели первые кадры авиакатастрофы, что вы для себя, какие выводы сделали, ваши первые мысли? Вы действительно поверили, что это из-за стаи птиц? Или у вас, как у журналиста, также были какие-то сомнения? Что вы в первую очередь подумали? Как только я увидел кадры, как обшивка самолета, она же была, их хвостовая часть, она же была вся в дырках, пробоинах. И было понятно, что это не пробоина от птиц, да, потому что мы в интернете периодически попадались на самолеты, которые сталкиваются с птицами. И ты видишь, что носовая часть обычно у самолетов страдает, да, но птицы не летят тебе перпендикулярно самолету, у них элементарно разная совершенно скорость, перпендикулярно самолету, и птицы точно не летят на той высоте, на которой летал самолет. То есть обычно столкновения с птицами бывают либо, насколько я знаю, опять-таки я не эксперт, при заходе на посадку, либо при взлете. Да, а тут проблемы у самолета начались, когда он летел на высоте, когда он собирался уже спуститься на подлете к Грозному на посадку, но еще не начал спускаться. Так что проблемы начались именно тогда. Это не птицы, еще раз говорю, птицы не так
не врезаются, так не пробивают, так не ударяют. Стало понятно, что это не птицы. Но я просто был очень осторожен в своих высказываниях и суждениях, потому что тема щепетильная. И будучи не экспертом, тебе очень, как бы, на тебе лежит двойная ответственность, чтобы что-то утверждать. Но про себя уже было понятно, и мы с коллегами обсуждали, что это не птицы. Просто ждали, чтобы была какая-то первичная версия, уже озвученная людьми знающими. Ну и так и стало вчера. Но я уже на протяжении 3 дней общаюсь с азербайджанскими коллегами, и журналисты здесь как раз-таки они не скрывают, и они даже и не дожидаются официальной версии, то есть итогов расследования. Они уже говорят, что виновата Россия, авиакатастрофа произошла из-за российской ракеты. Буквально вот вчера мы разговаривали с главным редактором Вести АС, и он сказал, что Россия должна принести свои извинения и понести наказание. Как вы считаете сейчас, то, что вчера вышло везде, в Евроньюсе, в Рейтерсе, вы согласны с таким предварительным, с предварительной версией? Да, конечно. Конечно. Так это и было и до предварительной версии. Было понятно, что это с воздуха, что это атака с воздуха. Специально это не специально, это уже должны разбираться следующие люди, это уже есть комиссия, уже будут разбираться эксперты. Говорить о том, что сделано это специально, не специально. Но даже если это не специально, было понятно сразу, что это внешнее воздействие, что это не птицы, и что это на территории России. С земли выстрелили, да, конечно, я согласен с этой первичной версией. Скажите, пожалуйста, как эта ситуация, как эта трагедия может повлиять на геополитическую обстановку в регионе? А сейчас все зависит от того, Все же здесь, получается, и Казахстан находится между двумя огнями, да, то есть пострадавшая сторона – это Азербайджан. Произошло это на территории Казахстана. ну, я думаю, что Под на самом деле давлением России. Что будет дальше, как вы считаете? пострадавших сторон несколько. Я думаю, Казахстан тоже пострадавшая страна. Ведь 6 Естественно, граждан вашей но страны самолет погибли. принадлежит азербайджанской авиалинии. Самое главное люди. Поэтому пострадавшая страна и Азербайджан, пострадавшая страна и Казахстан, пострадавшая страна и Россия, потому что и 17 человек, если не ошибаюсь, было граждан, или 16 человек было граждан, 16 человек было граждан России, из которых 7 погибли. Так что пострадавшие, но сейчас все зависит от того, как поведет себя Кремль. Если будет адекватная реакция, если будет признание вины, если будет нахождение виновных, наказание виновных, принесение извинений, хотя извинения, к сожалению, не вернут жизни, если будут конкретные меры и шаги, которые, да, случилась эта трагедия. Но сейчас все зависит, еще раз говорю, от Кремля, от Москвы. Если будут конкретные шаги, те шаги, которые должны быть принесены в этой ситуации, то я думаю, что глобальных проблем, о которых вы говорите. Вчера эта информация вышла. Сегодня, вот уже на протяжении суток, Кремль, Москва молчит. Никакой реакции абсолютно, да? То есть, в данном случае я думаю, что молчание это молчаливое согласие, потому что если бы они знали бы, что ситуация не такая, что на самом деле все было не так, я думаю, они бы еще вечером попытались это опровергнуть и опровергли бы и объяснили, что нет, эта версия не выдерживает никакой критики. Но то, что нет никакого опровержения, то, что нет никакого официального даже заявления, хотя бы нейтрального, вообще никакой реакции. Лишний раз нам говорит о том, что да, действительно, все, значит, было так, как сообщили вчера медиа. И нам очень непонятна реакция, значит, вообще Чеченской Республики, непонятно награждение Кадырова своих родственников, который, понятно, что он награждает их не за то, что они сбили азербайджанский гражданский самолет, да, он награждает их за то, что они там провели какую-то успешную, отбили атаку украинских дронов. Но, тем не менее, ты это делаешь в тот же день, и делаешь это, скорее всего, награждаешь тех людей, которые, пусть даже по ошибке, оборвали десятки жизней. Так что и нельзя было вообще этого не делать, или нельзя было с этим подождать, не афишировать. И потом, это же вообще-то преступление, и вместо того, чтобы награждать за дроны,
Нужно находить и наказывать за преступление, за убийство. Поэтому непонятно, почему Кремль ему не сказал, чтобы как бы, он этого не делал, как минимум не освещалось, это никуда не выходило. Ну, как минимум, да, что как бы, ну, Не ты кажется ли свое вам, что это мнение. некая провокация со стороны Москвы? Ну, например, некоторые ваши коллеги азербайджанские, да, говорят о том, что российская сторона может повлиять на расследование, которое проводится в Казахстане. Потому что Казахстан, он также заложник ситуации, он союзник, он э, сосед, да, то есть здесь много очень факторов, которые могут повлиять на расследование. Или, как вы считаете, что может случиться и Ну, я какие... очень, ну, случится может все что угодно, но я очень надеюсь, что Казахстан не позволит надавить на себя. Мы не раз видели, как в тяжелых ситуациях, которые возникали между Казахстаном и Россией, Казахстан упирался, что называется, рогом и не позволял на себя давить, там, ломать. Поэтому и в этой ситуации изначально Казахстан повел себя очень четко, правильно, принципиально. И я надеюсь, такая же позиция у Астаны будет до конца и не позволит Астана, чтобы Кремль на нее как-то надавил. И потом, даже если, знаете, я не понимаю вообще, неужели в Кремле сидят настолько глупые, про бездушных я молчу, но неужели они настолько глупые, чтобы не понимать, что попытка отмолчаться в ситуации с Азербайджаном или там гипотетическая попытка надавить на Казахстан, она не приведет ни к чему хорошему, она приведет лишь к усугублению в перспективе отношений и с Казахстаном, и с Азербайджаном. То есть оставаться в ситуации, когда вокруг нет вообще ни одного друга, ни одного союзника, это же рано или поздно это самоубийство. Поэтому если там сидят настолько сумасшедшие люди, настолько неумные люди, настолько глупые люди, недальновидные люди, или уже сошедшие с ума люди, настолько выжившие из ума, что готовы идти на все, ну, тогда, значит, они делают хуже себе в перспективе. Но если у них хватит капельки ума, я думаю, что сейчас Москва, Кремль признаются. И там мало одного признания, и извинений не спасешь человеческих жизней. Там нужны конкретные меры, там нужно брать ответственность, наказывать людей, находить, объявлять, говорить, кто виноват, почему так произошло. Да, а не пытаться сейчас делать вбросы. Вы, может, видели со вчерашнего дня вбросы в российской прессе о том, что там в самолете были неисправны жилеты, я не знаю, еще что. Откуда у вас эта информация? Никто из пассажиров на это не жаловался. Наоборот, все говорили, что все работало. На видео мы видим, которые были сняты на борту, мы видим, что люди одели жилеты, что все работает, никто не жалуется. Да, и потом, даже если гипотетически представить себе, что там после падения кто-то нашел неисправный жилет, ну так после такого удара о землю, после столкновения, пожара, разрушения, возможно, какой-то жилет действительно стал неисправным, и это нормально. Но, поэтому попытка переложить с больной головы на здоровую, попытка переложить ответственность. Да, допустим, даже жилеты были, гипотетически они были неисправны. Но же неисправный жилет не причина падения самолета. Так что нужно смотреть в корень и понимать, из-за чего Я вам самолет вышел. больше скажу. Вчера в РИА Новости вышла информация о том, что Embraer 190 совершил также, то есть не смог сесть с первого раза, приземлиться с первого раза в аэропорт Турции. Трабзон, да. Да. Это мы читали, об этом писал Евроньюз. Возможно, это действительно правда. Но опять-таки одно с другим никак не вяжется. То есть самолет то ли в Трабзоне он выехал, выкатился Да, за и полосу, выехал. то ли он не с первого раза смог приземлиться. Ну, это Да, со бывает. второго Это раза. рядовые ситуации, там есть погодные условия, есть что-то другое. То есть речь не шла о неисправности самолета. Наоборот, по самолету мы знаем, что Азал, азербайджанская компания, да, Азал, она заявила о том, что самолет проходил плановую проверку в октябре, все это задокументировано, с самолетом все было в порядке, самолеты проверяются перед вылетом, насколько я знаю, абсолютно вся система, вся навигация, все проверяется, любого самолета в любом аэропорту мира. Только потом дается ему разрешение на вылет. Самолетом все было нормально до того, как он не столкнулся с чем-то,
что вначале приняли за стаи птиц, но потом, видимо, очень скоро поняли, что это никакие не стаи птиц. Да, и вы же, наверное, тоже видели видео людей, у которых еще на борту в полете уже шла кровь из Да. ноги, да, то есть самолет уже пробило чем-то, людей уже ранило чем-то, пока они были в полете. Мгм. Ну, при чем тут жилеты, при чем тут то, что он в Трабзоне там 2 месяца назад выкатился, допустим, за линию. Это все не имеет отношения, это все делают те, кто вот просто пытается перенести ответственность. Вы знаете, я вчера видела видео в Инстаграме, как житель Азербайджана говорил о том, что эти самолеты очень ужасные и качество у них очень страшное, там сиденья страшные, то есть когда они входят в зону турбулентности, у их прям трясет. Это уже жители Азербайджана говорят. Есть ли Embraer это такие бразильский, провокационные... Ага. Embraer это бразильская авиакомпания. По-моему, третья в мире по популярности, я имею в виду среди вот, компаний по производству самолетов. Я летал Embraer миллион раз. Они легче, меньше, если не ошибаюсь, чем вот эти вот Airbus и другие самолеты, да, Боинги. То, что кто-то попадает, летая Embraer в зону турбулентности, а кто-то не попадает, ну это глупость. Там кресла уже нормальные, стандартные самолеты. Мгм. Абсолютно нормальные стандартные самолеты. И в Ну, день, когда в парке Азал, насколько я знаю, авиапарки, это же не единственный Embraer самолет, есть и другие, они же летают спокойно. И не падают же все друг за другом подряд. Все нормально. Поэтому при чем тут удобное кресло, неудобное кресло? В отдельно взятой ситуации мы можем сесть и поговорить, удобно ли летать в Embraer или неудобно. Но в мгм. данном случае удобство полета не имеет никакого отношения к тому, что самолет упал не по своей вине. Мгм. Я к тому, что ладно, если бы это сказал житель, я не знаю, россиянин, да, или казахстанец, или еще кто-то, но это говорит ваш соотечественник, Я который... не видел этого видео. Мнения у людей разные, люди сами по себе разные. Есть люди алогичные, глупые, есть люди, которые, возможно, на тот момент, когда человек делал подобное заявление, он еще не читал новую информацию о том, что есть уже предварительная версия, о том, что источники в правительстве Азербайджана уже заявили, Евроньюсу, Калибру, Азу, Рейтерсу, о том, что как бы для азербайджанской стороны нет ничего секретного, уже все понятно. Возможно, человек, который делает такое заявление, обычный гражданин, даже не разбирается во всем этом. Еще раз говорю, ну, сколько людей, столько и мнений. Если кто-то там открыл свой ТикТок, вышел в прямой эфир и высказал свое глубоко умное мнение, это не значит, что на него надо опираться. Мгм. Как данная трагедия может повлиять на политику авиационной безопасности в регионе, как вы считаете? Никак, если это преднамеренно выстрел. Единственное, что как бы самолеты перестанут летать. То есть, еще раз говорю, это не техническая неисправность, чтобы говорить, что ну давайте теперь все проверять самолеты подряд, давайте там ужесточим какие-то меры контроля. Я думаю, они и так все были на пределе возможного и в рамках необходимого. Просто люди перестанут летать, самолеты перестанут летать в данном направлении. Азербайджанские авиалинии уже сделали заявление, что по данному направлению летать не будут. Я думаю, что и Израиль вчера заявил, что перестают летать в Москву. Так что я думаю, что в Россию, если и оставалось некоторое количество авиакомпаний, которые летали, сейчас их просто станет еще меньше. Вот и Мгм. все. То есть очевидно, что в Россию летать небезопасно. Это Ну, это становится понятно уже всем. Мгм. Но это в том случае, если результаты расследования будут как и предварительные, да, результаты. То есть, если доказательства все будут того, что авиакатастрофа произошла из-за российской ПВО, был сбит самолет, то тогда будет этот сценарий. А если результаты расследования будут по-другому, то есть, если все-таки выяснится, что Россия здесь ни при чем, и была авиакатастрофа из-за неисправности, из-за технических сбоев или еще что-то. Вдруг Я думаю, такой я будет думаю, сценарий, как вы я, считаете? я думаю, ваш вопрос был бы актуален до вчерашнего заявления, еще раз говорю, источников в правительстве Азербайджана,
которые заявили Евроньюсу, заявили Рeutersу и заявили Калибр Азу о том, что ситуация для нас абсолютно ясна. То есть она не двояка, это не предположение, это уже абсолютно ясная ситуация. Просто это не официальное заявление какого-то чиновника азербайджанского, а это значит, информация, которая была передана СМИ людьми, которые себя не назвали, но это же четкая и абсолютно искренняя, честная и правдивая информация, есть объяснение того, почему. То есть это не из балды просто кто-то решил, что мы обвиняем в этом Россию. Есть понимание того, что происходило. Люди уже ознакомились, скорее всего, с информацией черных ящиков. То есть люди уже поработали, люди, эксперты уже изучили пробоины. То есть всем все стало ясно, и только после этого СМИ была передана подобная информация определенными людьми, в правительстве была передана СМИ эта информация. Так что ваш вопрос в данном случае до этого, он бы еще мог бы быть как бы актуальным. Сейчас он не актуален, то есть уже нету ситуации, при которой, вдруг все-таки птицы, да, ну это смешно, это нереально. Вы кого-нибудь знаете из пострадавших или же, может быть, погибших? Кого вы знаете, может? Лично никого, но за эти 2 суток мы фактически, я думаю, что вся страна породнилась с семьями как погибших, так и раненых. Потому что Да, такое количество информации, такое общение с родственниками. Но лично нет, лично я из тех, кто летел в этом самолете, никого не знал. Вот за последние 2 дня вами именно по этой трагедии какие работы, я не знаю, может быть, вы делаете какие-то репортажи, что вы делали, что вы освещали? Можете чуть-чуть углубиться в детали, да? Я думаю, что работа всех азербайджанских журналистов, она на виду. Нет смысла лишний раз говорить о том, что мы делали все. Я, мои коллеги, не только с теми, с кем я работаю непосредственно, а в целом, я когда говорю коллеги, я имею в виду всех азербайджанских журналистов, определенное количество журналистов сразу вылетело в Казахстан. Вы, наверное, знаете, азербайджанские журналисты, в том числе телевизионщики, они были в Актау, они освещали все на местах, они освещали обломки, они были в больницах. То есть информация в СМИ в режиме нон-стоп лилась просто двое суток, и днем, и ночью. Потому что для нас это шок, абсолютнейший шок. У нас, слава богу, самолеты за всю историю азербайджанской авиации, я не знаю, может быть, падали от силы 2-3 раза, не больше. Но чтобы вот такое было, тем более по вине извне, я не припомню. И к тому же там летели абсолютно гражданские люди, это не военный самолет. То есть это большая трагедия для страны. Вы знаете, только что вот появилась информация в ШОК КРГ, это казахстанский паблик. Здесь говорится о том, что Ильхам Алиев отказывается засекретить расследование крушения гражданского самолета, несмотря на давление Кремля и Рамзана Кадырова. Это еще вчера вечером. Это информация, которая еще вчера вечером, честно говоря, нами была прочитана. Мы ознакомились с этим вечером. Ничего не могу сказать. Это же не официальная информация. В данном случае не могу сказать, насколько она правдива или нет. Все. И вот последний вопрос буквально. Какова позиция пострадавших? Что они говорят? Вы с ними не общались, пострадавших в авиакатастрофе, родственников погибших? Вы, может быть, общались? Что они говорят? Ну, они все, для них это личная трагедия, они в ужасе. Они в ужасе, и все, что они говорят, это о своей боли. Люди, которые потеряли близких, им сейчас не до анализа произошедшего. Все, спасибо вам большое, спасибо за Вам эфир. спасибо. Да, до свидания, до скорых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.